нас еще одна Юля появилась в студии. Я уже, кстати, загадал желание. Юлия Успенская, психолог. Юля, расскажите, пожалуйста, вот у нас есть две кисти, темненькая и светленькая. Темненькая — это в честь загоревшей Юли. Нет, мне нравится фиолетовая больше. Это признак эгоистов, правильно? Ну, в основном женщина выбирает фиолетовую. Это признак цвета. Понимаешь, Редко так фиолетовые что не кисти выбирай. бывают. В основном черные да белые. Я выбираю черный только потому, что два варианта. не Юля осталось? Юля забрала Осталось. первый. Ладно, хорошо. Юль, ну давайте поговорим. Мы сегодня про что? Про Арт-терапию. Сегодня международный, кстати, день акварели, так что, друзья, сегодня сам Бог велел что-нибудь порисовать, и мы обязательно, наверное, что-нибудь тоже поделаем, да? И акварель на столе, да. Вот Да, вы порисуем. знали, да, мои слабые места. Вот единственное, что я не умею делать в этой жизни, это рисовать. О чем ты это говорите, Юля, кстати? Может быть, это говорит в какой-то степени о более развитом левом полушарии, о аналитическом складе ума. Вот зря вы про левое полушарие уточнили. Так было хорошо, а более развитым я уже стал приподниматься. Да. Но что такое арт-терапия вообще? Арт-терапия – это большой отдел практической психологии, который содержит в себе множество инструментов, техник, методик по проработке внутренних состояний, в том числе негативных состояний. Прорабатываются они с помощью искусства. Это рисование, изобразительная деятельность, музыка, театр, лепка, все, что связано с творчеством. И как раз-таки те люди, которые не умеют рисовать и не любят это делать, Они не хандрят. на самом деле самые благодарные, наверное, категория клиентов в арт-терапии, потому что как раз-таки рисование в техниках арт-терапии не требует навыков рисования абсолютно. То есть это в основном полный экспромт, это творческий порыв, это самовыражение через каракули, через фон, через мазки. А потом вы уже делаете некую Анализ какой-то, да? картинку, да, выявляете? Совместно с клиентом мы работаем через ассоциации самого художника, скажем так, автора рисунка. И через эти ассоциации идет уже какой-то определенный психокоррекционный процесс. То есть тут руководит процессом не психолог, тут главный как раз-таки тот самый человек, который нарисовал. А я лишь сопровождаю, направляю. Классно. Я просто вспоминаю легендарные картины Йоко Оно, это жена Джона Леннона. Не буду говорить, как и чем она рисовала свои каракули. Это наверняка тоже о чем-то говорит. Но мы сегодня вот о небольшом ответвлении арт-терапии, об изотерапии, да? Что она в себя включает? Включает в себя изобразительное искусство, рисование акварелью, гуашью, пальчиковыми красками, карандашами, мелками, всем чем угодно, в том числе какими-то природными, скажем так, материалами. А мы можем вот уже приступить потихоньку, Можем. чтобы Рисовать? параллельно взять, Да, потому что для давайте. меня рисование это вот, ребят, я честно вам признаюсь. Есть ли какие-то правила, что-то мы должны? Так, Ир, давай я Правило выберу только твою чашечку одно вниз. Давай. – слушать себя. Так. Слушать свой внутренний порыв, слушать свой внутренний голос и изображать то, что хочется. Ну, так как у нас утро, и сегодня хочется как-то настроиться на позитив, я вам предлагаю просто изобразить с помощью фона, с помощью цвета что-то очень для вас приятное, какое-то ресурсное состояние, хорошее настроение. То есть с какими цветами оно у вас ассоциируется. О, Можно супер. просто поработать фоном, поводить кистью. Это можно делать, кстати, и дома, например, когда человек себя плохо чувствует, он в плохом настроении, приуныл, Да. такая печалька, да, наступила. Печалька Можно наступила. просто взять листочек, взять Да, краски можно даже и листочек не поработать брать, фоном. можно взять краски, обои. Можно, И и прям так. и где-нибудь тебе устроить такое, да? Можно и так. Можно и взять и в ванной, например, порисовать на самой ванне. На себе можно На порисовать себе что-нибудь. Прикольно Слушайте, же. а это же, вы сейчас прям это, я не знаю, наверное, есть такое, это же прикольно даже вот в отношениях, да, какая-то штука, когда, ну, бывают такие состояния у пары, когда, в общем-то, ну, Кризисные, скажем так. ну да, назовем это так. И вот это же интересное такое совместное действие некое, да? Это супер действие как раз-таки на объединение и на усиление эмоциональной связи. И не просто усиление, это не только позитив, но и проработку каких-то, может быть, обид, неприятных состояний, что-то выговориться в какой-то момент, Да, что-то да. прорисовать. Да, есть такое направление и семейная арт-терапия, арт-терапия с парой, и детская арт-терапия, и взрослая. То есть тут безгранично. Помните, любой возраст. замечательный фильм был, называется «Привидение» с, как же, Патрик Суэйзи. Да. Глина. И где они, да, это Да. же прям, ну, во-первых, это даже Да. выглядит очень вот, ну, Красиво. да. А смотрите, вот, допустим, дети сидят, рисуют, да? Родители могут как-то по рисунке
понять, что вот у ребенка может быть какое-то не очень хорошее настроение, еще что-то, или наоборот, он Почему очень такие читает. темные? Ну, обычно как раз-таки детей приводят, когда родители терапию, да? насторожились, А. уже увидев что-то в рисунках. Что обычно родители настораживает? Преимущественно темные цвета, например, в рисунке, черный, коричневый, серый, какие-то непонятные изображения для родителей. И здесь на самом деле не всегда нужно бить тревогу в какой-то степени, потому что иногда ребенок таким образом просто лишь выплескивает свой негатив внутренний. Выход, да? Это выход, чтобы не носить это в себе. И пусть он лучше это выплеснет на листочек, в рисунке, нежели где-то в другой форме физической агрессии, например. А Ну, помогает, да-да-да. вот помогает, допустим, вечером, да, ты такой устал после работы, еще тем более сейчас осенняя такая хандра, а ты пришел, порисовал, и тебе стало легче. Вот это на самом деле волшебная палочка или нет? У каждого свой метод волшебный. То есть Да, кому-то кому-то помогает, потанцевать, может быть, например, нужно, да, порисовать красками, кому-то просто какие-то каракули почиркать, например, ручкой, это помогает снять напряжение. Кому-то помогает просто взять кусочек пластилина небольшого, скульптурного, маленький брикет, и помять его, например. Потанцевать, пропеть что-то, проорать даже тоже помогает. Что же делаете вы, интересно, Юля? Вот А? как психолог, да. Вот как Я вы-то? рисую, я Вы люблю рисуете рисовать. серьезно, да? То есть как Да. мы сейчас? А вы красиво рисуете? По-разному. Видите, в арт-терапии, в принципе, нет вот этого красиво, некрасиво, Всё правильно, красиво. неправильно, потому что здесь ведь очень важно именно выплеснуть внутреннее состояние, и главное отказаться от стереотипов. Мгм. То есть слушать себя, полностью дать себе свободу. Ну, скорее всего, нужно сейчас уточнить для родителей, которые нас смотрят и думают, так, что же он там рисует, да? Бывает, что ребенок рисует просто героев, которые ему нравятся. Например, когда мой Страшненьких сын был каких-нибудь, да? младше, да, ну, я сам вот обожал в детстве ужастики. Не знаю, почему там вот Фредди Крюгер, вот эти вот. Но это, видимо, требует вот душа какого-то напряжения или чего-то. И мой сын тоже рисовал, там есть какой-то чернильный вот этот вот игровой злодей, Бенди называется. Вот он его рисовал. То есть, ну, я не бил тревогу, потому что я понимаю, что это просто, ну, вот, ну, это нормально в этом возрасте. У каждого человека есть своя собственная теневая сторона, да, в которой содержатся какие-то качества, неприемлемые нашему обществу, в которых содержится наша там агрессия, злость, ненависть, там, допустим. Вот эти вот чувства, они там хранятся. И когда у них есть выход вот такой, например, через рисунок, через игру, через танец, через боевые искусства Да, даже, да. это вообще супер. Ну что, вы готовы? Я готова. Вы готовы, Всегда уважаемые готова. телезрители? Потрясающе вообще. Легендарный художник Денис Ганиев. Вполне вероятно, сейчас где-то директор Эрмитажа заплакал, потому что в его галерее отсутствует картина. Но я вот хочу сказать, что вот, несмотря на то, что краски смотрятся ярко внутри коробочки, здесь они достаточно тусклые. То есть мне не хватает, Да. вот мне желтый, не желтый прям. Это свойство акварели. Да. Гуашь, она более насыщенная, вот то в есть чем тут дело. специфика материала. Вот что самого. скажете? Есть ли что-то сказать? И хочу вас спросить прежде Да. всего, расскажите про свой рисунок, что здесь изображено? На самом деле я просто хотел ярких цветов. То есть я не знал, что рисовать, но вот у меня не было какой-то конкретной мысли, и я вот вспомнил, ну, самое простое, это вот солнышко, которое меня радует, да. Почему взял оранжевый? Потому что вот желтой яркости не хватило. Думал, оранжевый поярче, а оказывается нет, просто 100 лет не рисовал акварелью. Классно, да? Мне вот очень нравится. Мне нет. А мне нравится. Ну, в смысле, ну, я не знаю, мне вот... Не любите рисовать, да? Мне кажется, просто у меня столько движения в жизни, что вот это вот какая-то лишняя. А может быть, это потому, что я понимаю, что я, может, не очень хорошо рисую. Может быть, вам бы танцедвигательная терапия больше подошла, раз много движения в жизни, то есть Может подвигаться через тело, Да, как-то может себя быть, выразить. да. В отношении солнышка, какое оно? Яркое, теплое, улыбающееся. Вот специфика акварели, вот разверните к себе рисунок, Что, посмотрите, потекло что солнышко? стало с солнышком, Да. да, оно теперь так улыбается, так... Но это потому что я рановато ее поднял. Да, Ну, то есть оно еще возможно. не подсохло, да, просто. И капельки тоже же потекли вот эти. Здесь я просто хотел какой-то яркий цвет, хотел замазывать, но понял, что это будет долго. Ну, на самом деле, похоже даже на какую-то зелень, на дерево, например, на Ну, кустарник, может быть, да. что-то в этом духе. То есть какая-то линия природы. Можно связать это с тем, что, например, вас наполняют силами какие-то пребывания на природе. Может быть, не хватает выхода на природу, вот этого единения с землей, не хватает, может быть, сейчас солнца, чтобы подпитаться О, жизненной это энергией. правда, да, потому что я от солнца прям вот в прямой связи. Потому что обычно рисуют то, чего не хватает. А можно как-то по цветам определить то, что вот, я не знаю, он выбрал зеленое, желтое, Слушайте, синее. Вы сейчас, подожди, Потрясающе, а? это, во-первых, это потрясающе. Во-вторых, вы, мне кажется, очень сильно угадали, ну, не угадали, а правы в плане того, что рисуют, чего не хватает. Вот Юля вернулась Да. буквально вчера из отпуска. Я всем привезла И солнышко. вернулась она с моря, где было солнечно.
Тебе не Да. хватает солнца? Я вам его привезла, понимаете, чтобы немножко Спасибо. вас согреть. Нам очень этого не хватает сейчас. Ресурсное состояние, да, то есть приехали из отпуска, с отдыха, море, красота. Расскажите о своем рисунке. Ну что, ну тут очень тепло, да, шум моря, прибой, где-то кричат дети, а солнышко такое Я думал, чайки. томное, Где-то кричат дети. солнышко такое томное, согревающее, вот так по-октябрьски, да, вот что-то Мгм. вот так вот. Я бы туда погрузилась. Это, мне кажется, очень такие теплые цвета. Вот, так что всех вас люблю. Эти рисунки могут стать для вас магнитами, то есть когда, например, плохое настроение, хочется его как-то поднять быстренько, можно на них посмотреть, вспомнить вот эти чувства, ощущения и зарядиться. По поводу вашего вопроса, Да, по цветам можно ли по вообще. цветам, да? Мгм. Здесь есть как бы два мнения. Первое мнение — это традиционная интерпретация цветов, то есть, например, когда красный — это страсть или агрессия, синий — это холод или интеллектуализм, например, что-то такое. А есть другой подход, который использую я. Я спрашиваю обычно своих клиентов, а с чем у вас ассоциируется желтый цвет, а с чем ассоциируется синий цвет? И уже исходя из этих ассоциаций мы начинаем дальнейшую работу, начинаем раскручивать с помощью ассоциативного метода. Отлично. Но мне кажется, вообще всем нужно обязательно посетить курсы арт-терапии, да, попробовать себя. Можно как-то к вам попасть, может быть, какие-то групповые занятия, что-нибудь проводите? Нет, мы вот с Да, Денисом придем. да. Провожу группу, как раз-таки курс по арт-терапии, называется «Арт-диалог с бессознательным». Сейчас одна группа уже завершила работу, и в эту субботу, 26 октября, у нас идет старт следующей группы, еще есть места, можно туда попасть. Отлично. Это группа, это 10 встреч, это динамика по развитию и раскрытию творческого потенциала. И занятия выстроены таким образом, что человек постепенно, погружаясь в творческий процесс, начинает со стороны смотреть на самого себя, на ту ситуацию, где он находится. Потому что смысл арт-терапии в том, чтобы внутреннее состояние выплеснуть, например, на листочек, абстрагироваться от него и посмотреть уже со стороны, где я. Потому что когда человек смотрит со стороны на свою ситуацию, он уже видит прошлое, настоящее, причинно-следственную связь и видит перспективы будущего выхода из этой ситуации. Скажите, вот когда человек о чем-то думает, он вот ручкой... Чиркает, да, иногда. Я знаю, что там есть каждому рисунку, но вот это является ли арт-терапией? Это скорее является проявлением бессознательного, то есть не как сама терапия. Терапия начинается в тот момент, когда этот рисунок, это чирканье, вы начинаете осознавать Разбирать. и разбирать. Вот тут уже пошла терапия. Ну и заключительный вопрос, скажите, вот историческая фраза известная, а кто будет охранять охранников? Психологи ходят к психологам? Конечно. Правда? И Серьезно? сами Правда, ходите? конечно. У нас есть такой норматив, да, мы раз в полгода обязаны сходить к своему коллеге, психологу или психотерапевту, чтобы проработать внутреннее состояние. Зачем это нужно? Мы же тоже живые люди. Да, Да. Мы работаем с горем, с негативными да, то есть много переживаниями. перегрузки И идет вот эта эмоциональной. эмоциональная перегрузка. У нас у самих могут быть жизненно травмирующие ситуации. Если мы их не будем прорабатывать, то у нас есть большой риск переноса на клиента наших чувств. А нам это запрещено. Мы белый лист. То есть мы нужны для того, чтобы клиенту просто помогать, сопровождать его, а не для того, чтобы клиент наши проблемы решал. Я придумал Поэтому крутую ходим. штуку для Так. утра, когда вы стоите в пробках, берите с собой всегда листочки. Может быть, планшет, да, даже будет проще, чтобы он здесь стоял, когда ты в пробке ты стоишь, хочешь поругаться, ты раз, и что-нибудь там солнышко нарисовал, оп, какую-нибудь загогулинку, да. Юль, спасибо Или вам большое, монстра, да. очень интересно, мы можем, конечно, об этом бесконечно говорить. Видно, что и вы, в общем-то, живете вот в том числе этим направлением. Мы желаем вам удачи, друзья. Если у вас остались вопросы, ищите Юлию Успенскую, наверное, везде, Да, везде Юлия во всех, Успенская, во всех да. социальных сетях. Да.